bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. И всем наши ферментаторы, Яна Эллар, сегодня с Новым годом, дорогие друзья! Новый год – это подарки, это елки, это сюрпризы. И свой сюрприз я уже получил – костюм настоящей татарской женщины. А подарили мне его ведущие актеры театра Камала, заслуженные артисты Республики Татарстан Радик Бариев и Ильгазар Мухаммадгалиев. Паршалабас! И сами сосигитлер, наконец-то! Миссис Улминар! Как здоровье, Абим? Ничего, так себе, так, уколы, лекарства. Ну как... За костюм спасибо. От души, как бабушки говорят, от души. Но еще это не последний. То есть надо проверить карманы. Да, проверь карман, свой левый карман. Так. Вот еще один. Неужели пенсионное удостоверение? Приглашение в театр имени Камала на 26 человек сразу. 28, 29, 30 ряд все мои. Это как шутка есть, да? Театр был полон, да? Был аншлаг. Проданы все 11 билетов. Да? Радик Бариев и Ильтазар Мухаммадгалиев – заслуженные артисты Республики Татарстан, актеры театра имени Камала. Оба по окончании в 1995 году Института культуры и искусств были приняты в труппу Татарского академического театра. На их счету не один десяток ролей в таких спектаклях, как «Диляфрус ремейк», «Банкрот», «Голубая шаль», «Свет моих очей», «Черная бурка» и многих других. Кроме того, Радик Бариев занимается режиссурой. Его работы – спектакль «Любишь, не любишь», «Игра с монстриком», «Дачный сезон». А Ильтазар Мухаммадгалиев пишет пьесы, инсценировки. Он автор текстов песен к спектаклям «Черная бурка» и «Гоу была Мишкин». Зрителям канала ТНВ актеры запомнились по юмористическому шоу «Харшида-маршида», где они появились в образах татарских бабушек. Яркие пародии и искрометные шутки никого не оставляли равнодушными. Дуслар, с каким рецептом к нам пришли? Мы сейчас будем готовить блюдо. Это настолько... Это секреты татарской кухни. Но это настоящее татарское блюдо. Да? Даже нету перевода на русский язык. Называется баранга такаси. Но такаси как... Подожди, такая, это же баран. Вот. А символ 2015 года голубой барашек. Вот это... Да, вот а как совместить вот эту этимологию, я даже не пойму. Баранга такаси. Вот такие называются блюда. Айдак, начинаем? Начинаем. Мы что делаем? Ты, Айда, заранее синга лук резать. Заметь, он тебе сказал, ты меня синга. Уже приятно. Так, значит, я лук. Син кубиками картошку, а я начну тесто делать. Лук мы как режем? Мелко? Бери оливковое масло, есть у тебя? Так, оливковое масло, всегда пожалуйста. Бывает. Оливковое масло. У нас есть все. Я делаю только на глаз. Я не знаю, сколько граммов. Ты самый ответственный занялся, кстати, Ильгазар. Это тесто самое ответственное в любом блюде. Да. Я никогда не умею готовить по рецептам. Как душа подсказывает, так и на делаю. глаз. Это вот масло. Масло. Это блюдо, это истинно татарское блюдо. Близ Казани не знают. Я вот сколько живу уже здесь, я не видел ни у кого. Это делают вот в истинно татарских районах. Азнакай, Эльмет, Бугульме, Сарман, Муслим Ахтаныш. Это все знают. Это баранка такая. Так. Он салам. Так, он саласыз. Ты посмотри, что делает Ильтазар. Карали, когда был студентом, Руслан, у меня все получалось идеально. Вот я как женился, как появилась жена, все, эти ангелы кулинарные улетели. У меня не совсем так получается, как раньше. Но я сейчас, конечно, А что ты раньше готовил? Скажи, вот когда был студентом. Вот все студенты приходили ко мне. Кушать. Все время приходили. У меня 24 часа двери были открыты. Всегда все находилось. Я не знаю, так было весело, и все знают, что я хорошо готовлю. Когда ты ешь это у бабушки, там, или твоя супруга готовит, или мама, это понятно, да, но когда ты приходишь в такую холостяцкую комнату, там запах болишь, это немножко удивительно, конечно, это очень всегда было так. А мы сам процесс никогда не видели. Как он мучается, Биштентер в 5 утра встал, тесто поставил, картошку почистил. Мы к нему приходили, а он уже готов, он горячий. А мы сделали. Он говорит, я сделал. То есть может быть и секрет там какой-то?
настройка есть, да? Да, может кто-то ему там, как я не знаю. Ну, судя по тому, Соседка какая-то. судя по тому, как он справляется с тестом, посмотри. Есть в нем что-то такое кулинарное. Тесто уже почти готово. Эйда, мини вверх, Так. Тис. Быстро, работаем быстро. Тис. Быстро. По желанию артиста сегодня работаем быстро. Готовить надо быстро, чтобы получилось Так. вкусно. Ну, это наподобие микрофона, вам не привыкать, держи. Ай-я. Рядом. Так, ах, как хорошо делаю, акварели. Хвалите меня, хвалите. Чтобы еще лучше получилось, а? Астагфирулла, первый раз вижу такого мужчину с такими золотыми руками. Эйда, давай дальше, слушай. Ты ночью. Твои руки. Ребята, вот сейчас так прекрасно друг друга хвалите, у вас такой тандем замечательный. Сколько я помню, вы 25 лет знакомы. Радик, вот, или Эльдазар, расскажите, как познакомились Мы вы? познакомились в 90-м году, когда поступали учиться к мастеру Санграмову, Фариду Чентаеву на курс. Ну, в общем, мы хотели стать актерами. Вот в 90-м году я пришел из армии, и как бы так получилось, что я решил стать артистом, попытаться. Ага. И на первых сборах, когда на первых консультациях, мы вот как-то вместе увиделись. Бери меня еще один час. Ильтизар, он немножко Так. постарше нас всех. Ага. Если я где-то в середине, то есть у нас были ребята, которым 18 лет, мне было 20 лет, Ильтизару было 24 года. 23. Смотри, год, как он убрал, сейчас хитро. Да, молодец, да? Да-да-да. Но он до этого закончил с отличием, золотой медалью. Какого у тебя это был? Химико-технологический институт, нефтяной факультет. Нефтяной факультет, золотой медалью. Его там, когда он пошел учиться, работать в театр, потом учиться, весь Альметьевск, Джалиль и Сарманова, то есть все эти МГДУ, все плакали. Золотой человек ушел в Казань. Я думаю, что как бы Татнефть и другие компании, да, нефтяные, да, которые у нас есть, они бы получили прибыль. Приглашай почаще, как хорошо говорить. Приятно, да? Теперь давайте только... Готовить неохота, а? Теперь та же самая история глазами Эльдазара. Ну, Рассказывай. я расскажу, но и самое интересное, что он как бы, ну такой технарь, да, химия, все такое, но он как бы институт культуры, да, тогда он занимался, назывался институт культуры, он тоже заканчивает с отличием. И то, что Ильтизар делает, он все делает с отличием. Ой, Он женится с отличием. ангелы кулинарии прилетели. Ангелы кулинарии прилетели. Как хорошо получается. Силя хвали. Машите мне, машите. Эльдазар, расскажи, пожалуйста, когда ты первый Радика увидел, какие мысли тебя посетили? Знаете, я думал, что талантливее быть невозможно. Я встретил его в коридоре Института культуры, когда мы пришли на консультацию. Такой модный, такая прическа, такая рубашка, а мы полудеревенские, все-таки хоть и закончил я уже институт. Такой свободный, такой пластичный. Он уже готовый актер. Вот я говорю, я уж подумал, я, наверное, не поступлю. Раз такие люди, да? Да, в конкурсе участвуют? конкурс был большой, 112 человек. Вот прошли. Друзья, расскажите мне, пожалуйста, вот ваши первые серьезные роли в театре Камал. Только ты расскажи, как ты женился. Ну это потом. Это Шекспир. Это Шекспир? Это серьезная роль. Да. Идет свадьба, идет премьера. Лиля сидит одна жена. Свадьба идет, а он играет спектакль. Интересная история, давай раз послушаем, Радик, рассказывай. На первом курсе Чентаев Фарид Рифкатович, он Ромео и Джульетту ставит. А мы его первый курс, он только вот из Москвы приехал, да, как бы с учебы, вот. Его, он делает свой спектакль. И он, как ни странно, берет нас. На первом курсе сразу. И там такие, нам каждому такие небольшие рольки. Вот. Ну так получается, что я решил жениться. Да? Я неудачно выбрал дату? Нет, я дату прекрасно выбрал. Я зашел, я говорю, хочу жениться. Они говорят, смотри, 18 января, прекрасная дата. Я говорю, да, хорошая дата. Кстати, скоро у тебя будет праздник опять-таки. Да. И... Ну все нормально. Но в театре такая штука, бывает, что спектакль снимают какой-то, да, ну что, кто-то заболел. И раз поменяли спектакль на 18 число, поставили Ромео и Джульетту. Я прибегаю, ну я студент, второй курс там, это как бы, да. Какие условия? Я прибежал, я говорю, а у меня же свадьба. Ну, мне как, это такая проверка на вшивость, наверное, была все-таки, да, со стороны Марселя Хакимовича Салимжанова и Фарида Рифкатовича. Ну, извини, или свадьба, или искусство, или ты вообще, ты актер вообще. Ну, а что, я на втором курсе, я домой пришел. Я говорю, а у меня спектакль, а как свадьба? Я говорю, свадьба будет, но без меня.
Все нормально? Да. Ну, мы свадьбу, как началась свадьба, ЗАГС мы был, всё сидели, да, нормально. время идет, и мы раз быстро в такси и в театр. Вдвоем с женой. Да. Ну, мы набрали коробку такую, там, куштяняч такой. Ну, к сыграли торту. спектакль. Ага. Приезжаем обратно, нас просто там вообще забыли. Там, То есть праздник нормальный? это сейчас мы в кафе, да, проводим, в ресторанах свадьба. А тогда дома, Дома была. трехкомнатная квартира, хрущевка, там мои родственники, мои супруги родственники, они, там такой гужбан, мы пришли, ну как вот так, тесно же, так, на свадьбе, так, кругом зима, кругом валенки, там, сапоги, шапки, да, мы такие пришли, такие, такие люди так проходят мимо тебя, так, знаешь, это. Как будто ты ни при чем. И даже торт без вас разрезали. Да все, там все без нас сделали. Мы сели такие, да. Там уже самый так была, ведь самый пик, да, когда уже эти не нужны уже гостям. Уже все съели. Ну, это было прикольно. Но обидно зато было. сохранил работу. Да, работу сохранил. Ведь Я все не могло знаю, повернуться это такой тогда был маленький, по иному сценарию. может, большой плюсик, я не знаю, это вообще, про это вообще, например, сейчас Варя Плевкач помнит про это, не помнит, я не знаю. Но мы напомнили. Итак, дорогие друзья, мы сейчас приготовили картошку для начинки, мелко нарезали лук. Готовы у нас... Эльдар, дай я покажу, пожалуйста, в кадр, какие должны быть формочки. Самые красивые, дай, пожалуйста, чтобы не опозориться. Тут Сарман смотрит, Альмет смотрит, все смотрят. О, у меня хорошо. Вот такие вот у нас формочки, основы получается. И через пару мгновений мы будем уже собирать наше блюдо под названием... Баранга такасы. Вот именно так. Дорогие друзья, мы еще раз всех поздравляем с Новым годом! Яна Елбелен! И готовят у нас сегодня ведущие актеры театра Камала Радик Бариев и Ильдазар Мухаммадгалиев. Егитлер, еще раз искренне рад вас видеть в нашей программе. И надеюсь, блюдо у нас сегодня будет новогоднее, вкусное, прекрасное, замечательное. Замечательно, чтобы было замечательное блюдо, надо делать это быстро. Это Китер все уже начали. Так, начинку будет собираем. Готовые. Мы порезали мелко картофель, быстренько расскажу. Порезали мелко лук, сделали вот такие прекрасные лепешки. И сейчас собираем тесто. Ой, собираем начинку. Так. Смешиваем, да, так? Что добавляем туда еще? Я стал баштат быстро. Потом скажу все по ходу. Так, не помогаем. Очень ответственный у нас процесс идет. Баранга. Беренге. Добавляем лук. Айда. Посмотри, он нам с тобой не доверяет. Смотри, делай все сам, пожалуйста, пожалуйста. Хватит, Все-таки. наверное. Кстати, вот сейчас была небольшая пауза. Радик, расскажи нашим зрителям вот анекдот, который ты только что мне рассказал. Хочется. Который можно рассказывать. Представь, что такой горизонт, да, степь, солнце садится, огромное солнце, горизонт, да, и вдруг, как в кино, да, бывает, такая вот, как вот песчаные бури, да, что-то такое надвигается, пыль такая, да, и земля дрожит такая, и все это приближается, а это бегут миллионы ежей бегут. Они бегут такие, они бегут, а впереди такой здоровый, рыжий такой еж, здоровый, у всех ноздри, знаешь, такие тоже, они дышат, они давно бегут, да, такой тузанку да, пыль такая, да, и вдруг этот рыжий, да, стоять! Остановились. Рыжий, да, он стоит, она все посмотрел туда, сюда, и миллионы, да. А чем мы не кони? Это такой анекдот, который все время отрезвляет, да. А чем мы не кони, да, мы все время стремимся быть конями. А чем мы не шеф-повара? Да. Айда, Я бы рекомендовал хозяинам ресторанов вот эти двое не подведут точно. Ну, приготовить не приготовят, но гостей рассмешат, это точно. Кораптор, запомни. Так, рецепт. Это Такого тебе ты понравится? никогда не видел. Ты Лук- захочешь? Лук с картошкой. Это можно уже кушать, в принципе. Салдак, хазер, Так, перчик. Картошка, нарезанная волшебными руками. Так, перец, отлично. То есть перца не жалеем. Да. Что за приправа, скажи мне, Ильдазар? Вот это самое основное блюдо. Вот что делает мясо. необыкновенным. Вот это в идеале должно быть караниси. Тоже не переводится. Это как дикий укроп. Растет не в лесу, в открытых В местностях. открытом космосе, я думаю, ты скажешь. Близ родников. Запомни. Это значит караниси. чистая приправа, И самая вот чистая. самый главный ингредиент. И мы ее не жалеем, да? Да, тоже не жалеем. Отлично. Раптор. Так. Сегодня самое интересное, да, ну, обычно же к тебе приходят гости, да, как бы готовят, да, а потом ты пробуешь, да. Сегодня мы вдвоем с тобой. Сегодня вдвоем,
Смотри, он уже пробует. Смотри, как соль пробуют артисты. Тагын әзгене. Әзгене чуть-чуть. Пока он әзгене. вот занят начиночкой нашей. Ну, Радик, скажи мне, пожалуйста, вот, или расскажи, любимые ваши роли в театре есть? Любимые, я думаю, что есть, наверное, нелюбимые роли, да? Давай, точно, почему? Давай, нелюбимые роли Нет, Радика Бореева. Нет, дело в том, что, может быть, они не потому, что как бы эта роль плохая, да? Это может потому, что ты плохой. Понимаешь? Такое тоже может Да, быть? все время, когда вот я вижу передачи, большие артисты говорят, да, про роли там, вот моя такая любимая роль, а почему те не любимые? Может, потому что ты не справился, я думаю. Вот я отвечаю так на этот вопрос, потому что я думаю, может быть, дай другому человеку эту роль, он бы ее сделал звездной, да? Но у тебя не получилось, и ты хочешь эту роль дурацкая, да? Это такая все время наша человеческая такая сущность, все время как бы скидывать там пьеса дурацкая, роль дурацкая, режиссер дурацкий. Ну ты хороший, но остальное все плохое. Итак, самый ответственный момент нашего блюда. Мы его будем сейчас формировать, собирать, сделать из него искусство, картинку. В центр встань, пожалуйста, Ильдазар. Внимание, смотрим, Радик, учимся, мастер-класс пошел. Ты так вот все это говоришь, как будто делаешь лучше, чем я. Я просто молчу об этом. У меня башта... Так, Мы что, склеиваем? склеиваем. Тут ведь самое главное не выйти из образа. Не покидать роль кулинара, повара, в какой сегодня оказался Ильдазар. Хватит ждать, пора действовать уже. Радик, давай. Потом Руслан говорил же, да, это, хвалите друг друга, да? Вот Ильдар еще, я не сказал про его уникальность, он играет на всех инструментах. Не на всех. Ну, почти. Которые он видит, да, вот так, о, Ну, что такое? Он раз берет и играет. Скрипка, Я это признаю, что гитара. я не состоявшийся музыкант. духовые. Так, вот это интересно. От того, что у нас не было, у нас вообще в деревне фортепиано в школе, в актовом зале стояло фортепиано, но туда нас не пускали. Оно не работало? Но нельзя было, это же фортепиано, как можно... Для красоты. Их не допускать туда. Я подбирал ключ, в 12 ночи я туда тайком заходил и играл. В чем я еще думаю, что я не состоявшийся музыкант. Например, я не запоминаю телефонные номера, я не запоминаю лица, я могу тебя забыть, не узнать. Но один раз услышал, вот то есть по телефону человек позвонит, и через 10 лет я уже этот тембр узнаю. Вот такой есть. Мы едем в такой город, Руслан, идем, он говорит, привет, кому-нибудь подходит. Там, ну, человек вообще с другой планеты, да? Привет. Ну ты что, меня не помнишь, что ли? Я говорю, Ильдар, да ты это вообще это чужой человек. Не путай. В другом городе. Нет, я его знаю, он меня спорит очень. Я говорю, ты не вспоминаешь столицу, да? А мне кажется это. Или же, например, вот такой человек, как ты, да? Я говорю, привет, здорово, он мне ответит. Все секреты мы сегодня узнали этого замечательного дуэта. Покажи. Ильдазар, еще раз покажи, что у тебя Вот получилось-то. с некоторых пор я уже перестал вообще... Вот он, настоящий татарский беренге. Такасы. Ребят, так, давайте мы смазали сковородочку подсолнечным маслом, все это сюда сейчас помещаем, бисмилля это. И последний у меня вопрос остался. Скажите, пожалуйста, откуда же появился всеми нами любимый дуэт Хршида, Мершида? Вот эти образы татарских бабушек, этот костюм, который мне сегодня подарили. Вот кто это придумал, как все началось? В 95 году мы только начали работать. Я сейчас расскажу. Лето, июнь месяц. Мы вроде вышли в отпуск. Мне звонит наша актриса одна Сейчас. и говорит, пожалуйста, съезди, пожалуйста, с Венерой Ганеевой на ко мне концерты в Башкирии. Я сижу, думаю, что же делать-то? А у нас дипломный спектакль был, я там бабушку играл. Кстати, мы играл «Банкрот» как раз, да? Камала, вот эту бабушку на Римабастане я играл. Смешно было. Я думаю, да, я бабушка, что это там погоду придумает? Там был номер у них в программе. Танец, после танца я выходил бабушкой. Как это так? Вот эти танцоры танцевать-то не умеют нифига. Раз сейчас так танцуют. А я как бы увлекался еще с детства брейкдансом, верхний брейкданс, там, робот. И как бы там совершенно неожиданно так получилось, что это был такой успех, то, что бабушка и объективно. То есть этот дуэт начался со своего выступления? Да, он как так это получился, да. Вот. А дальше у нас каждый год мы в театре, у нас капустника бывает, 23-го поздравляет нас женский состав, а 8 марта мы. И Ради говорит, давай, Ильдар, ты, говорит, болтаешь, я танцую, совместим и сделаем дуэт. Попробуем что-нибудь. Дуэт татарских бабушек. Пройдемся по нашим актерам. Да. По нашим актерам что-нибудь, сплетни, посплетничаем. Сплетни эти пишите, да, есть такая. Быстренько мы то придумали, выступили, думали, все, забудем об этом. И вдруг вечером после этого выступления звонит Ганеева Венера Хатовна. У меня в оперном театре концерт.
Я жду вас. Я жду вас. Радик мне понравился, теперь вдвоем понравитесь. Пошли. Ну, у нас выбора не было. Пошли, раз она попросила, Ганив просит. И как сейчас молодежь, и пошли, и разорвали публику. Это так и Ну, это было. так и было. Ну, как это было, мы узнаем. После... Они не признаются. Итак, сколько мы готовим? Сколько готовим это блюдо в духовке? При около 200 градусов, Алла на кыздыра уже меня минут 40, 35-40. Итак, смотрите, Ильдазар, Радик, если вы не будете против, я предлагаю приготовить это блюдо и дать попробовать его нашим любимым бабушкам. Окей. Думаю, да. Я думаю, что они им понравится. После небольшой паузы мы обязательно попробуем беренге такесе, и в гостях у нас будут хршида и мершида. Татарханлык ашлары. Бектамле хам файдалла. Беренге такесе. Для начинки картофель нарезали кубиками, лук мелко нашинковали, добавили семена дикого укропа, соль, перец и хорошенько перемешали. Из воды, муки и смеси растительного и сливочного масел замесили пресное тесто. Тесто разделили на кусочки и раскатали в виде лепешек. На каждую лепешку выложили начинку, края защипали и придали пирожкам форму полумесяца. Приготовленные таким образом беренге такесе выложили на смазанный маслом противень и выпекали 40 минут. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас новогодний выпуск и готовим мы замечательное татарское блюдо беренге такесе. А попробовать наше блюдо я приглашаю самых известных татарских бабушек Татарстана Хыршида белән Мөршиданы. Татарханлык ашлары. Бектәмле һәм файдалы. Исәнмесез, әбиләр? Әлләрегез ничек? Шат. Все нормально? Окей. Сколько я вас вижу, а такие всегда молодые, стильные, накрашенные, прекрасные. Прекрасные блюда в подарок хотите? Давай, Михаил. Беренге. Такесе. Откуда знаешь? Программу Ты что, смотришь мои? дорогая, такесе не знаешь? Сейчас попробую. Итак, открываем нашу чудо-духовку. Помогите мне аплодисментами. Внимание. Шабин документна. Готовил со своими друзьями. С Радиком, Ильдазаром. Вы, наверное, их знаете. Кто такой Срадик? Есть такие ребята. Вот оно, настоящее традиционное татарское блюдо с картошкой, без мяса, но вкусное. Жанам, это беренге такесе, мне еще довести до ума надо. Как? Это просто Пожалуйста, полблюда. вперед. Давай, Руслан, что-нибудь похожее на фарфор. На фарфор. Настоящий татарский фарфор. Китайский татарский фарфор. Отлично. 1, 2. Можно мне, пожалуйста, тоже? Ах, у меня иншаба шушасы. Рахмет. Убери вот это горячее, опасное, страшное. Секундочку. Тыгындарак. Так, процесс идет у нас. Китер меня общее темно. Так, вот что, значит, бабушки на кухне. И чай пьют, и готовят сразу же тут же. Так, Так, не увижу. Кадр меня нож бир хороший. ножик, пожалуйста. Меня Лишь бы не испортили. Так долго старались, готовили сегодня. О, Аллах оставьте. Осторожно. Ага. Көрдің мы запах? Сейчас съест, точно съест же. Ғажайып. Міне, Подожди. это делать надо очень осторожно. Вот он секрет, как подается это замечательное татарское блюдо. Меня шурлай- Раскрываем. Раскрываем. Ага, открываем. Ложку давай. Сливочное масло. Гирясен олова. Любят татарские бабушки масло? Бисмилля рахман рахим, как красиво. Отлично. Кадрле абилер. Все у нас готово. Прошу, пробуйте. Если с вами ничего не случится, я тоже буду пробовать. Так. Давай-ка. Зубы-то есть, хоть жевать немножко есть? Не переживай. Бисмилля рахман рахим. Беренге такасе. Новогоднее блюдо. Печенье. Пряник. Блаженство. Удовольствие. Абиля, лично мне этот рецепт понравился 100%. Что-то подобное я ел в деревне, когда был маленьким, еще был школьником, когда вы были молодые. Большое спасибо вам за то, что вы пришли. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю вот такие две замечательные новые сковородочки. Ой, рахмет! Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая и очень качественная посуда. А стойкое антипригарное покрытие поможет вашему блюду приготовиться по всем правилам.
Уважаемые наши любимые телезрители, мы от всей души еще раз поздравляем вас с новым 2015 годом. Сезне да яңа еллар белән, әбиләр! Яңа елларда тормышларыбыз шушы, ризык без пешергән тәмле ризык бәрәңге тәкәсе шикелле. Мул, тәмле һәм файдалы булсын. Всех с Новым годом, счастья, удачи, здоровья и много-много денег и любви. И сегодня с нами в этой новогодней программе готовили заслуженные артисты Республики Татарстан Радик Бариев, Илтазар Мухаммадгалиев. Рахмат, егетләр! Абзарларыгызда бәрәннәрегез тулып торсын. Пусть все ваши мечты исполняются. Яңа еллар белән. С Новым годом! Ай тәмле, гаҗәп, әйдә ашап тор әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Татар халык ашлары бик тәмле һәм Һәм файдалы. Әйдә. Ашап сезам.